вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тоев Перзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Глава нашего государства тепло и по-братски поздравил президента дружественного Узбекистана с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, успехов в деятельности и благополучия во всем. А в его лице народу Узбекистана процветания, мира и стабильности. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с удовлетворением отметив факт последовательного развития стратегического партнерства между двумя странами, особо подчеркнул значительный личный вклад Шавката Мирзиёева в успешное продвижение данного созидательного процесса. В ходе беседы была выражена обоюдная готовность к целенаправленной работе по дальнейшему развитию таджикско-узбекских добрососедских отношений в русле коренных интересов двух народов. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию указ президента Республики Таджикистан и постановление правительства Республики Таджикистан, подписанных главой государства уважаемым Эмомали Рахмоном. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Гайрат Шо чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Польша. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия Гайрат Шо Сохибназара Кануат Шо чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Польша по совместительству. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 24 июля 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года об освобождении Одиназода от должности первого заместителя начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Одиназода Назара Санга от должности первого заместителя начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года об освобождении Саид Муродзода от должности заместителя начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Саид Муродзода Абдусамада Абдувахоба от должности заместителя начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года об освобождении Муминзод от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Муминзод Абдулмаджида Мубина от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года о назначении Муминзод начальником антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Муминзод Абдулмаджида Мубина начальником антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года о назначении Музафарзода первым заместителем начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Музафарзода Дильшода Музафара первым заместителем начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2019 года о назначении Мусозода заместителем начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Мусозода Зайдуло заместителем начальника антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. К другим темам. Душанбе с каждым днем становится все более современным и комфортным. Для еще большего удобства и предоставления различных услуг в столице Таджикистана сооружается большой универсальный спортивный комплекс. После окончания его строительства улица Карамов станет одной из самых посещаемых мест в городе. Сегодня стройка ведется круглосуточно, вместе с тем облагораживается территория около комплекса. Местные жители задействованы в стройке, всего людей, помогающих реализации проекта, более 2000 человек. После сдачи в эксплуатацию данный комплекс сможет принять соревнования олимпийского уровня.
Строящийся универсальный спортивный комплекс находится по улице Карамова в городе Душанбе. Он состоит из 3 основных зданий, включающих в себя 8 теннисных кортов, бассейны и другие спортивные и вспомогательные сооружения. Заказчиком является государственное учреждение Управления капитального строительства города Душанбе, подрядчиком Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс». Объект будет построен за счет бюджетных средств города Душанбе. В строительных работах также участвуют 14 отечественных и 5 зарубежных компаний. К строительным работам привлечены также и местные жители. Строительные работы в большом спортивном комплексе начались 1 января 2012 года. В настоящее время в строительстве объекта задействовано 420 рабочих и 60 единиц различной техники. После сдачи в эксплуатацию этого крупного спортивного комплекса более 600 человек будут обеспечены постоянной работой и хорошей заработной платой. Проект разработан специалистами группы компании «Ростов-Гипрошахт» Российской Федерации с учетом местного пейзажа и набережной реки Душанбинки, с тем, чтобы со вкусом были использованы все красоты данной местности. Современный спортивный комплекс будет расположен в очень благодатном месте над парком культуры и отдыха имени Омара Хайяма между склонами и холмами Лучоба и реки Душанбинка. Этот универсальный спортивный комплекс будет построен на площади в 10 гектаров. Здесь с учетом мировых стандартов будут построены крытые и полукрытые спортивные дворцы, а также стадионы и различные спортивные площадки для тенниса, большие и малые бассейны для плавания и других водных видов спорта, дворец для спортивных занятий на льду. В разработке этого проекта принимали активное участие многие проектные организации Российской Федерации и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и из Ростова, из других организаций Российской Федерации. Значит, все старались использовать тот опыт, который был достигнут в строительстве объектов Олимпиады в городе Сочи. Вот, и постарались это сделать достойным, красивым, чтобы это был подарок в основном для молодежи Таджикистана достойный. Все параметры, которые здесь предусмотрены и в дворце тенниса, и во дворце водных видов спорта, в открытом универсальном бассейне предусматривает в основном мировые стандарты. Значит, что размеры, что значит, сами технологические процессы, которые должны проходить там по обслуживанию, по тренировочным залам, значит, вот, расположение необходимых служб, там, медицины, значит, и судейского, значит, всего коллектива. Все сделано на высочайшем, вот, предусмотрено на высочайшем мировом уровне. И идет это все строительство. Комплекс состоит из различных спортивных площадок и залов, в каждом из которых имеется от 150 до 3000 посадочных мест для зрителей. В том числе есть 7 тренировочных теннисных кортов со 150 посадочными местами и теннисный дворец на 3000 посадочных мест. Площадки различные по площади и глубине бассейны комплекса предназначены как для тренировок, так и для местных и международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр. В этом комплексе спортивными играми могут заниматься все желающие, начиная с детей 7-летнего возраста. Здесь имеются бассейны глубиной до 3 метров и высотой в 1,5, 3, 7 и 10 метров, отвечающие требованиям стандартов Олимпийских игр. Строящийся комплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований по теннису, в том числе организации международных теннисных турниров, а также для проведения соревнований и учебно-тренировочных процессов по иным видам спорта. Баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, настольному теннису, борьбе, спортивной гимнастике, включая тренировки и соревнования спортсменов. На территории спортивного комплекса также предусмотрены подземные стоянки для машин, красивые аллеи и скверы. Зумрат Файзиева, Баудури Курбон, Рано Азизи, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!